Итак, 4 части. Я разделю международное уголовное право на 4 части. Одно из них непосредственно, но оно вот самое молодое и непосредственно называется уголовным правом. Международное уголовное право. Сюда входит понятие международное преступление. Международное преступление. Идея такая. Международное право — это правила и нормы. И если эти правила нарушить, необходимо, чтобы человек нес ответственность, если в рамках уголовного права. То есть, нарушил международное право — накажем. Вот это международное преступление — это преступление непосредственно против норм международного права. Но мы как юристы знаем, чтобы привлечь к ответственности, необходимо составы преступления. Составы, то есть их необходимо зафиксировать где-то. Кто-нибудь слышал о наличии Международного уголовного кодекса? Его не существует. Государства опасаются такой вещи. И делаются как на практике? Принимается конвенция, а затем через имплементацию, помните, имплементация — это у нас здесь проникновение норм из международного в национальное право. Путем имплементации из этой конвенции в национальное законодательство, какое обычно в уголовном праве национальное законодательство? В уголовном кодексе, мне нравится уголовное право. Маленькое, удобненькое. Вот, например, в Уголовном кодексе, вот опять же был тренд уголовного права, постоянно все меняется, кроме статьи, главы 34. Вот с какого? 2006 года? 2006 года ничего не поменялось. Почему? Потому что эта вся глава имплементирована из международного уголовного права. То есть эти конвенции, взяты тексты и прямо сюда размещены. Ну не все кусочки. И тогда международное уголовное право стало действовать, но уже в рамках нашего национального права. Международное национальное, это называется имплементация в формате рецепции. Рецепции, то есть просто умно переписали. Ну, есть студенты, которые хорошо переписывают. Ну, в тему переписывают, нормально, да? Ну, прям как положено, тексты хорошие. Вот здесь содержатся составы международных преступлений. В главе 34. И мы сейчас с ними пройдемся по этим статьям, чтобы вы получили представление, о чем здесь идет речь. То есть, если человек совершил международное преступление, его привлекает не МУС, а наше национальное законодательство, но за международное преступление.